Водоем, детские площадки, пешеходная зона, а вокруг цветы и деревья. Казалось бы, все для приятного проведения досуга на радость детям и их родителям. Однако доступны здесь не только карусели, но и провода с высоким напряжением, которые представляют угрозу безопасности детей. Махмуд Али Калиматов потребовал от арендаторов парка расположить электрические розетки, к которым подключаются холодильники с мороженым и напитками, и некоторые аттракционы в недоступных для детей местах. Глава Ингушетии также сделал замечание по поводу благоустройства территории парка и правильного оборудования площадок для аттракционов. Здесь юридические лица разные. Каждое юридическое лицо вы отдали в аренду. Я приехал, дети, техника, любой специалист федеральной службы, придя, видя незаконные действия или факты нахождения каких-либо объектов, он не по его компетенции, он должен докладную писать, по закону положено, вот ему, всем специалистам и сказать: ребята, вы детей загубите. Такого безобразия ажил авиа сухта хадятсус. Проводку просто обрати внимание. Вы понимаете, что вы делаете, а? Вот посмотрите. Ты же энергетик. Бирж Мариус. Кабель. Заземление, не заземление. Безопасности нет никакой. Железные есть, говорите? Да. Железные эти. Дети садятся. Долго молния. Все. Куана, голова мочавата. Я просто прошелся, удивился. Вот стоят все эти. Вы же должны четко поставить, как положено. Оборот, ты хочешь аренду взять? Пожалуйста. Бери, значит, поставь, как положено. Махмуд Али Калиматов также дал поручение местным налоговым органам проверить налоговые отчисления с деятельности арендаторов парка и кафе, расположенных на этой территории. Обозначил глава региона и срок повторной проверки развлекательно-досугового учреждения до конца сентября и поставил им задачу устранить к этому времени все выявленные нарушения. Энергетики, здесь же дети, детский парк. Зачем продаете? Но здесь и взрослые. А? Взрослые люди. Если дети вам нельзя. Мы детям не продаем. Причем тут вы продавать их не можете. Стоять не могут, если он считается детским парком, директор, да. Требования 100 крат усиливается. Вас просто-напросто, мало того, закроют. Вас так оштрафуют, что вы будете в долгах ходить и по судам. Сандуаж. Разве можно открывать кафе, если вы не имеете даже регистрацию? Еще раз одну точку найду, где нет регистрации, нету того, нету всего. Вот один день я вам не дам работать. Даю слово. А основание для этого есть вот даже вот одно кафе. И все. Налоговые ни копейки не берут. Ничего здесь не платят. Наха. Хаммача законно военных дик вышел. Ош ценге кисаться дикуш. А жил ердичи порядок я или хоз агаля. Нет, а вы же приходите, инспектор вы, они же должны правильно оформить это. Я не, наоборот, бизнесу надо помогать. Его надо сказать: молодцы, дик хамдуаш. Но даже законно параметр ерхал еще. Они сделают. Я не понимаю, для детей сделано. Но техбезопасность, на него должен быть приказ. У него должен быть должностной регламент. Он должен отвечать за что. Электрик. У вас, если нет своего, то вы можете заключить соглашение с РЭС, да? На обслуживание. И вот там должен был быть, предполагаем, для детей пляж. Понимаете, все задумывалось там. Я знаю решение суда, и это забава такая. Вы мне до октября 1 уберите все, что там есть. И дорогу там сделайте, и там стоянку сделайте. Озеро Хаилае, а там пройти нельзя. То есть город там находится, оттуда люди могут пешком идти. Мне нужно зачищенные полностью. Проложена дорога, тогда я пойму, что вы что-то делаете. До 20 сентября, если они мне здесь не перепашут все, не приведут в соответствие с энергетиками, Ростехнадзор, он вам проконсультирует, он вам поможет. А с мычах путрина.
А Зяшок, он вам подскажет, что сделать. Парк семейного отдыха в Сунже построили в 2019 году. Объект возведен за счет средств инвестора, как подарок жителям города. При этом программа была сформирована с учетом их мнения. Благоустройство территории обошлось в 42 миллиона рублей. Хадис Добриева, Хусен Гагиев, Рахман Цуров, Магаз 24.